time you stay away. Cold heat, it's never enough. Cooling down till we're done for. Покидаем город. Город еще спит в предпраздничном настроении. Да, всем доброе утро. Этот выпуск мы хотим посвятить милым нашим дамам. Сегодня 8 марта. И у меня возникла такая вот резкая идея умудриться успеть сделать это, ну, хотя бы к 9. Может быть, к 8 получится. Не умудриться, а точно сделать? Ну, да. Надо будет очень постараться. Едем на Ленинские столбы. Давно хотели съездить. У меня коллега еще, Таня, с семьей, с Максом, с детишками. Там Настя, Петя, Катя. Родила мне 3 детишек. В общем, она говорит, Игорь, мечтаю съездить. Но мы так, говорит, сами никогда не выберемся. Свози нас, пожалуйста. И вот решили мы поехать. Дорога интересная. Километров 200, наверное, да, вот у нас. Утро, как всегда, начинается с приключений. Договорились всем выехать в 6 подъем. Но я же уже говорю, что я рассеянный. А как не пытался быстро собраться, у меня ЧП за ЧП с утра. То сначала наливал воду в баклажку с собой взять, помпу сорвала по всему полу, по кухне там. А я ее накачал конкретно хорошенько. И там таким фонтаном, я пока обратно вставил, там столько налил. И вот раньше постоянно была такая проблема, но вот я вроде как от нее избавился, а сегодня опять чай наливаю в кружку, вот в такие вот кружки с собой беру, чай, термос. И забыл закрыть. Раньше очень часто забывал закрывать, а потом уже сосредоточился закрывать. А сегодня расслабился и опять по всему рюкзаку на сиденье кинул, по сиденью все разлился чай сквозь рюкзак, там вся кружка пол-литра вылилась. Блин, люди ждут, уже Таня звонит, они уже детей собрали, даже умудрились быстрее меня это сделать. 3 детей успели собрать, а я еще там дома бегал с тряпочками, сиденье вытирал. Здравствуйте. Все, кому не лень, вишек, наверное, напрягать такими темами. Это моя первая остановка. В Якутии? Вообще. Вообще, что ли? В Питере я же говорю, что у меня опыт небольшой вождения, суммарно где-то год, если так брать периоды. Сколько у меня машин. А как отсюда выезжать, чтобы мне тут ничего не нарушить? Вот здесь. Вот тут можно, да? С девочкой катался, и просто оттуда ехал. Мы съездили за грибами, возвращаемся обратно. И я просто вот мне вот щелкнуло что-то остановиться вот именно в том месте, где я захотел. Там не просто обочина. Я раз на обочину свернул, говорю, давай на сопки поднимемся. Стали подниматься, там ни тропы, ничего, просто поднимались. И поднялись, оказалось там, может быть, здесь это место. Там лавочка стоит, и там прям место такое, ну, где можно посидеть, там на вот, виды посмотреть. Вообще снизу ничего, даже намека нет на то, что там какое-то благоустройство есть. И вот реально надо было так вот остановиться, попасть. Вот. Интуиция такая хорошая штука на самом деле. Все-таки я в нее поверил, начал ее слушать. Она, ну, говорят, что у женщин очень сильно развита. На самом деле интуиция это как бы, это, ну, информация, которая идет к тебе из подсознания. И это не только, мне кажется, твои знания, твоя память, а это какая-то связь есть с каким-то общим информационным полем. Через это все, через подсознание, интуицию. С тобой Вселенная разговаривает на самом деле. И люди просто не умеют ее слышать. Она разговаривает с нами со всеми. И вот я очень хочу научиться ее слушать, потому что сейчас я это начал делать, стал прислушиваться к таким намекам внутри себя и именно следовать их советам, и из этого очень прикольные вещи получаются. Ну и так как вернемся, у нас сегодня женская тематика, интуиция — это сильная женская сторона. Девушки, я вам всем желаю развивать интуицию, слушаться ее и помогать мужчинам идти по жизни по правильному пути, именно благодаря тоже в том числе вашей интуиции, потому что у нас она не развита, и нам нужна ваша помощь и поддержка в этом плане тоже. Солнышко вон какое, сегодня погода у нас так облачно пока что, вон выглядывает из облаков, из сопки, мыраны, смотрите, какие красивые. Обязательно надо остановиться. Мы забыли испечь блинчики. Ребята в шоке. Что за духов, да, будете кормить? Ну как так? Обязательно надо задобрить. Шаман дерева. Ну вообще оладушки надо было испечь. Я вообще про это забыл. Но у меня есть всякие вкусняшки. Я думаю, что духи любят разные вкусности. Вот чак-чак. Вот ух ты, ничего себе. Чак-чак покормим. Я бы сам не отказался. Чак-чак. Меня или духов?
Николай, Макс, знакомьтесь. Николай? Можно Макса, не знаю. Макса. Вот Таня, знакомьтесь. А, ты уже, да? Все? У меня идет уже процесс. Ну это желание загадывает, да? Вешают ленточки. Мы всегда думали, чтобы вернуться еще раз. Да? Да. На ленинских столбах же там тоже вешают ленточки такие. Загадывают желание. Я загадал в свое время. Оно сбывается. Была моя первая дальняя поездка, по-моему. Самая дальняя по моим эмоциям была в Маган поездка. Маган? Когда я все прокляла вообще. И думала, что все, мы тебя потеряли. И что говорить твоим родителям. Это да. Парень приехал поработать, да? Ушел в Маган. Завтра собираемся в поход. Будет мой первый поход в минус 40. Все, время 11:29. Идем мы минут 20, да, примерно. Похода города мы не увидим. Ничего себе. Мы вот так вот здесь всю зиму. Вы на нас не ориентируетесь? Едете как едете? А мы дорогу знаем? Мы едем всегда прямо. Нет, там надо где-то на зимних свернуть. Ну, так знаем теоретически. Да разберемся, не потеряемся, не бойся. Лось такой вот стоит тут. Вот, встретил Женя, да, Евгения, очень приятная. Коля. Коля, да, вот с ребятами встретился. Видели мои ролики, да? Да, конечно, видели. Эксперименты, да. И судя по тому, что едешь на Ленский, возможно, там встретимся. Да, да, не прощаемся, Не все, да, прощаемся. ребята тоже на Хорошей Ленский едут. Что тут есть поесть? Пирожки разные. А еще это беляшки или что-то, да? Да? Сколько? Два тоже. Аппетитно все выглядит, да. А это что? Это желудки куриные с овощами. Желудочки, да, я Они раньше острые. в общежитии я постоянно студентам готовил такие штуки. Мама мне надает. Вот Коля купил вкусняшек. Да. Я вот увидел, думаю, надо этот рулетик попробовать. 180 рублей. Ну это половина, мы пополам поделили, один взяли на двоих. Сытная штука, прикольная. Хорошая, кстати, кафешка, да, там я посмотрел, ну так вот. По крайней мере, визуально, по продуктам очень неплохо. И вот, ну, вот рулет этот обалденный. Здесь получается курица, овощи внутри. Дальнинских хватит, я думаю, этого. Сомневаюсь. Понимаешь, да? Живописно выглядишь с этим пледом. Пледик. Шея устает, когда долго за рулем, что-то болеть начинает там. Вот как мне здесь нравится, когда вот едешь и такие просторы Лены открываются. Вон, вот так вот туда. О, красота. Что зимой, что летом, всегда красиво. По-своему везде красота. Улахан-Ан. Улахан большой, Ан это что-то типа двери, как мне Коля объяснил. Вот тут, конечно, очень душевно, так я не мог тут не остановиться. Мама с жеребенком. И вон там живые лошадки. Не знаю, видно, не видно. Все, едем по реке. Так прикольно, конечно. Как по дороге, реально. Так даже не скажешь, да, что по речке вот зимой, когда вот такой, Ну видно вот. как будто по асфальту, а это вот лед раскатанный. Вот сейчас мы подъезжаем к Еланке. Очень круто, потому что я здесь был летом. И мне очень понравилось. Мы тут... Ой, как ноги-то сводят, блин. Хорошо. Вот это место, где у нас лагерь. Здесь Еланка Фест проходит. Альпинисты, наши ребята, проводят ежегодный фестиваль. Вот я не смог попасть в том году, в этом августе. Вот так вот был лагерь. Туда мы вот так за дровами ходили наверх. Блин, круто. Приехали к пещере
место паломничества туристов по пути на Ленские столбы. Вон еще туда, в туман, нужно ехать. В среднем 60-70 километров ехать приходится. Сейчас вообще по этому зимнику у меня то, что подвеска у меня ушатанная за зиму. Ты вот так вот по льду, поэтому видишь, стрёмно прям до 20 километров выпускаешь скорость. Пойдешь к ним? Конечно. Вот тоже водопой. Вот так вот приходят они и пьют водичку. Ни хрена себе тут. Офигеть, это что было? Развернул. Просто на пустом месте, я же ехал медленно, километров 30. Покраснело все, блин, да? Вообще непредсказуемая штука. Люди такие на нас смотрят. Да, за нами еще 3 машины едет. Фух. Почти уже съели. Ну вот так увлеклись же ребятин, уже почти все съели. Только сейчас догадался я с вами поделиться этой вкуснятиной. Просто сварил жеребятину и все там в специях. Соль, специи. Очень вкусно получается. Жирненько, питательно. Как раз самое то перед подъемом энергии сейчас накушаться. Народ, толпа. Там в кассу очередь. Вообще тьма. А где касса? Автобусов вон сколько, ну там вот касса сбоку я посмотрел. Ну что ж, добро пожаловать в национальный парк Ленские столбы. Идем сейчас наверх. Главный диспетчер ехал. Все как и было, 300 рублей вход. И что, пойдем наверх? Вот можно одеть костюмчик, сделать крутые фотки. Вот и сувенирная лавка. Горка. Юморист вы, батенька. Идти одно удовольствие. Тепло. Ну уже, кстати, слушай, такой температуры же не было с осени, наверное, да? Как сейчас, такую погоду вот. Хоть я по привычке одел эту балаклаву свою. А так приятно вообще пользоваться. 7-6 градусов сейчас 7. Я, кстати, были мысли, если бы не поехали сюда, я бы куда-нибудь в пешку пошел бы. В пешку еще вот этой зимой так и не сходил ни разу. Ни в одну. А? Да куда угодно, там же у меня есть туристы-пешки, они куда-нибудь организовались бы. Ну, наверняка куда-нибудь ходили, я просто не узнавал. Петя решил покататься, да? Красавчик. Ну что, как вам вверху? Нормально. Нормально? Ветер только... Ветер сильный, да? Да у нас там все с приключениями. В одном месте развернуло на 180. Тоже, да? А нифига себе. Прикинь, такая еще корка. Я только-только руль мужу отдала. Я бы вообще там... А ты за рулем И ехал, у да? нас мы разъезжали с Нивой. Вообще вот буквально... А, нифига себе. Сзади никто не ехал, да? Впереди встречка Ну, была. за нами 3 машины, они вот... Хорошо то, что не я была за рулем, а то столько текста было. Тихо, 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 тихо. Вы решили мне... Мы уже вернулись. Решили мне контента добавить, да? Так, я хочу сфотографироваться. Ну что, расскажите о своих впечатлениях, как вам Слушайте, наверху? ну клево, подниматься, да, тяжко. Но муж у меня потом забрал рюкзак на половине пути, поэтому стало легче. Мне стало приятно. Единственное то, что мы потеряли, кажется, нашего сына, да? А Опять я- убежал, да, Петя? Да, Петя, минус Петя, Не- короче. минус Петя. года. Это вот была Таня Сергеева. Она тот человек, который мне поддержала в первые мои дни, месяца пребывания в Якутске. Как раз она меня позвала сюда работать. Скоро я расскажу о своей работе, чем я занимаюсь и где. Вот она очень-очень высокий профессионал своего дела. Мне было очень приятно всегда с ней работать, потому что я знал, что наши клиенты вообще в надежнейших руках. Потому что она за каждого болеет прям вот сердцем. Вот я даже, ну, вот, я такой в Питере никогда не встречал, когда вот настолько делает больше, ну, своих должностных обязанностей. Так что, Таня, хочу тебя через это видео поздравить с 8 марта. Я вижу, как тебе сейчас приходится нелегко, потому что одновременно на тебя семья огромная, с 3 детей. И еще вся наша работа. Что тебе приходится с утра и до 12 ночи, еще и позже ночью делать одновременно с Катей на руках.
Это достойно памятника на самом деле. Буду ждать-то. Все это вместе. Так что счастья твоей семье. Желаю тебе дальше продолжать получать кайф от работы, от того, что ты делаешь. Потому что именно поэтому у тебя это так хорошо получается. Чтобы ты не выгорала, несмотря на такую высокую загруженность. И всегда была, в принципе, на позитиве. Вот. А также всех девочек наших хочу поздравить. Вам тоже, девчонки, семейного счастья. Вы тоже большие молодцы. Всех, кто меня тоже поддерживал на протяжении всего времени нахождения в Якутске, на работе. Я это очень ценю и всегда буду помнить. Наташа, тебя тоже хочу отдельно поблагодарить за ту помощь, которую ты мне всегда оказываешь по всяким рабочим вопросам. Что я тоже себя чувствую очень уверенно. Знаю, что ты всегда там все сделаешь, все правильно, все будет. И можно не переживать, что какие-то там возникнут трудности у клиентов. Тоже это очень ценю. Спасибо тебе. И также спасибо хочу сказать отдельно Марианне за все, потому что мы с тобой, Марианна, целый год проработали практически вместе, и именно ты подтолкнула меня к созданию канала. Я это помню. Я тебе очень благодарен, что ты помогла мне принять это решение и начать действовать и делать. И вот к чему это все привело. Спасибо вам всем, девчонки. С праздничком. О, да? Люди идут бесконечно, не могу нормально снимать. Все смотрят, я смущаюсь. Я Ты- уже сдох. Сдох уже, да? Я даже не заметил, что вы. Ну, у меня нормально, я иду и болтаю. Говорят, тутус. Теперь надо запомнить это слово. Тутус. Встретил сейчас очень милую девушку, Евгению. Так рада была видеть. Меня я прям почувствовал. Смотрит тоже мои ролики. Женя, мне тоже было очень приятно встретиться. Познакомиться чуть-чуть. Тебя отдельно поздравляю с 8 марта. Тоже тебе всего-всего самого-самого наилучшего. Коля не верится, что он дошел, да? Ура! Интересно, шел, ветра не было, прям такая граница. Ну, вот, да, наверное, вот так вот закрывает вот эту часть скалы, леса. И тут прям проходишь, так, сразу задувает. Как тут сразу, ничего себе. Очень тут ветрено, не спрятаться ни от ветра, не уединиться, но зато вот я встретил ребята меня узнали, я решил, что надо устроить поздравления всем нашим милым девушкам втроем. Да, правильно, мужики? Поздравляем всех наших девушек, любимых женщин. Желаем Всех. счастья, удачи, здоровья. Вот, молодец, я вот так не смог сказать. В общем, да, мы вам желаем всем счастья, здоровья всегда, потому что девушки это наше все, согласны, да? Это просто мужчины совершают подвиги только ради вас. И хотя они сами, может быть, об этом некоторые не догадываются, даже, может быть, у мужчин вас еще нету, но где-то там они знают, что вы их ждете. Поэтому мы вас всех очень любим, очень ценим, поздравляем вас с этим праздником. Мужчин, да? Да, смелее, гораздо смелее многих мужчин, да, меня поражает мужество многих моих подруг, знакомых, девушек, это очень ценно, все очень здорово. И очень рад поздравить, вот не один, на самом деле, парни, спасибо вам, очень рад поздравить с такого места, с Ленских столбов. 8 марта! Еще также хочу поздравить отдельно свою маму. Мамуль, я поздравляю тебя с 8 марта, вот с Ленских столбов, передаю тебе привет. Желаю тебе также счастья. Это моя задача постараться сделать так, чтобы ты была счастлива, в том числе нашей семьи. Всем здоровья крепкого. И не скучай, я знаю, что ты смотришь мои видео постоянно. И надеюсь, это помогает тебе не чувствовать такое далекое расстояние между нами. Мамуля, я тебя люблю. Еще раз тебя с 8 марта. Также всех своих родных хочу поздравить. Теть, сестер, Лену, сестренку.
Камера села в самом интересном месте. На самом деле сейчас вот еду и понимаю, что очень душевная такая поездка получилась. Ну, очень приятно было, что меня там узнавали, девчонки там фотографировались. Клево, в принципе, такое интересно. Я же на людях особо не появляюсь. Не знаю, как-то и времени нет, и как-то, не знаю, не появляюсь. А тут, ну, мне понравилось. Столько хороших, милых девушек там. Прям вот, действительно, 8 мартовский выезд. Праздничный так и получилось. Так что всем привет, кто был сегодня на Ленских столбах. Еще раз поздравляю всех девушек с праздничком, с 8 марта. Желаю провести вам эти выходные в отличном настроении, в таком же позитивном, в каком я видел вас всех сегодня. Все были очень веселые и позитивные. И именно эта черта мне очень нравится в якуточках. Потому что очень, ну, позитив почти все девушки очень веселые, позитивные. Я прям вот смотрю на это, и мне прям вот клево, в общем, на это смотреть. Вот, желаю вам провести эти праздники в кругу любимых, родных и близких. Ой, и не мерзните. Вот. Все, всем пока. Всех целую, всех обнимаю. Мы поехали, а то уже скоро стемнеет. К берегу.